Когда-то в детстве я услышал сказку о вечной Нельме. Там говорилось, что если ее поймать, то время начнет двигаться наоборот, и к человеку начнет приближаться не смерть, а рождение. Чем больше я живу, тем больше жалею, что не верю в это. Из киноповести Андрея И. «Резьба по коже». По сказаниям старожилов Мигино-Кангласского улуса, в местности Дойду, есть местность Кырдыга. Вот с этой местности наверху на коренном берегу реки Лены 5 километров есть озеро. Водилось в этом озере какое-то таинственная рыба белая, огромного размера. Ну, я когда спросил, какого размера, но они сказали, что где-то 5-6 метров. Вот откуда она, вот до сих пор никто не знает. Искатели Якутии отправляются к озеру Деринг, чтобы встретиться с большой белой рыбой. Озеро находится в Усть-Алданском районе, расположено на самом верху высокой сопки. Мы находимся на берегу озера Деринг. В переводе с якутского это означает «глубокое». В этом озере, если верить местной легенде, живет большая белая рыба. Она способна целиком поглотить утку, сидящую на воде. Говорят, однажды большая белая рыба перевернула лодку с рыбаками, разбив ее в щепу. Что за существо живет в этом озере? Озеро Деринг. Небольшое по своим размерам, но довольно глубокое. Особенность Деринга – оно абсолютно круглое. Вода в нем чистая и довольно прозрачная. Дно озера покрыто мелким белым песком. Прибыв на место, в нескольких километрах от Деринга мы обнаружили еще одно такое же абсолютно круглое озеро. Местные жители называют его Омулуку и утверждают, что в нем тоже видели большую белую рыбу. Чтобы обследовать дно озера, необходима специальная экипировка и снаряжение. Сейчас для желающих заняться подводной охотой и шагнуть в неизвестный водный мир существует много возможностей. Чтобы поймать или увидеть хотя бы чудовище, у нас, во-первых, температура воды достаточно низкая. Летом порядка плюс 10, плюс 15 градусов. Поэтому, в первую очередь, чтобы защитить себя от этого, да, от низкой температуры воды, да, вот есть вот такие неопреновые сейчас костюмы. Мокрый костюм, так называемый. Вот этот вот костюм позволяет погружаться в воду до плюс 1 градуса, то есть до замерзания. Вот такие перчатки, такие вот носки, и вот такие вот ласты. Вот они, модельный ряд очень большой. Такой фонарь есть подводный, который, значит, можно им высмотреть чудовище. А если совсем чудовище такое агрессивное, может быть, или где-то ты зацепился, или что, есть специально вот такие вот нож такой. Одна сторона – это стропорез, где-то, значит, жестко обрезать где-то что-то. А другая сторона – обычно ножа. Вот такой клинкообразный. Вот пневматическое итальянское оружие, оно очень хорошо. Чем хорошо оно? Тем, что оно компактное. Накачивается воздух, все. И вот такой вот гарпун. Вот это вот линь называется, веревочка. И бывает, если в чудовище ты попал большое, например, как сом или таймень, то достаточно сильная рыба. Она куда-нибудь раз за корягу зайдет, и тебя вместе с этим вот линем может затащить. Если ты не сможешь вытащить, то ты ножом можешь стропорезом обрезать вот этот линь. А вот потом, когда нужно 2 руками держаться за ружье, и он таскает тебя с
100, 200 метров по кругу. Вот это уже специфика охоты на крупных рыб. Так, а вдруг сейчас произойдет то же самое? Если не хочется никого убивать, то для этого есть вот такой фотоаппарат. Все закладывается в этот подводный бокс, значит, и, пожалуйста, вот такой вот снимок делается. И все же, легенда не могла родиться на пустом месте. Кого местные жители могут называть большой белой рыбой? И что может водиться в озерах Якутии? Наиболее крупных размеров достигают рыбы семейства сиговых, ну, в частности, нельма. Но известны случаи поимки и до 80 килограмм этой рыбы. Нужно сказать, что 50 килограмм она достигает в возрасте 28-30 лет. К крупным рыбам еще можно отнести муксуна. В начале прошлого века, вот в частности мой отец Федор Николаевич, ловил муксуна весом 24 килограмма. Ну и хотелось бы еще сказать, что к крупным нашим рыбам относятся еще таймень, осетр. Осетр, например, достигает веса до 80 килограмм, растет очень медленно. Основной фактор, сдерживающий рост рыб наших водоемов, это температурный режим и слаборазвитая кормовая база, соответственно. О том, что в наших водоемах что-то может водиться очень крупное и неизвестное, это нельзя отрицать, поскольку еще недостаточно наши водоемы нашей республики изучены. Вполне возможно, что есть что-то неизвестное, но что есть что-то суперкрупное, лично я считаю, что в наших водоемах такие монстры, в скобочках, скажем так, вырасти не могут. Когда речь заходит об озерных обитателях Якутии, невольно вспоминаешь Аймиконское озеро Лабынкыр. Может ли наша большая белая рыба быть дальним родственником лабынкырского черта? В 1961 году были опубликованы дневники начальника геологической партии Виктора Ивановича Твердохлебова. Вот отрывок из его блокнотной записи. Это было что-то живое, какое-то животное. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась овальная туша. Отчетливо выделялись два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного. Под водой угадывалось огромное массивное тело. На Лабынкыр не раз выезжали поисковые экспедиции. Несколько лет назад там была и группа искателей. Поисковикам удалось обнаружить с помощью специальной глубоководной техники на глубине 80 метров огромную расщелину – донный разлом. Возле разлома на дне озера были найдены в большом количестве кости и челюсти крупных животных. Что нас ждет в глубинах Деринга? Но большая белая рыба в небольшом озере существовать не может, потому что ей там нечего есть. Ну, у нас кто большие белые рыбы? Это прежде всего нельма. Ну, нельма там не живет. Нельма вообще живет только в реках. Потом вот одно время ходили такие разговоры, что в Лабынкыре живет большая рыба. Ну, Лабынкыр – это олиготрофное, то есть малокормное озеро, холодное, там нет такого количества корма, нет такого количества рыбы, которое могло бы его прокормить. Вот еще есть озеро Лох-Несс в Шотландии. Там постоянно местные жители подогревают интерес к лохнесскому чудовищу. Есть оно или нет, это вопрос пока не решенный. Вернее всего, что нет, потому что хотя оно и глубокое,
Во-первых, если там какой-то крупный объект есть, значит, он должен размножаться, или он вымрет. Значит, ему нужна подружка или там друг, бойфренд. И мало того, что ему нужна вторая особь для размножения, для того, чтобы в дальнейшем не вымереть, им нужна популяция. Ну, то есть потомство от одной пары в скором времени выродится. А популяции там просто негде жить, нечем кормиться. Насчет Лох-Несса я поэтому сказать ничего не могу, что там, кто там водится. Ну, может быть, атлантические сетры. В наших водоемах, даже в глубоких, вот таких, как Лабынкар, такого нет и быть не может, к сожалению. Под водой иногда важно не видеть, а чувствовать. Я так ни разу и не выстрелил по крупной рыбе, очень крупной рыбе, но я чувствовал, что что-то вокруг движется. Наверное, это вопрос ни одного дня и ни одного погружения, чтобы понять, какое существо в этом озере может жить. У многих народностей существуют сказания о мифических существах, живущих в воде. Порой большой белой рыбой иносказательно называли русалок. Русалки всегда волновали творческое воображение. Якутскими кинематографистами был снят фильм по рассказу Владимира Федорова «Большая белая рыба». Пронзительная трагическая история любви молодого парня и речной девы несколько раз демонстрировалась по телевидению и вызвала интерес у многих зрителей. Рассказ местного писателя основан на славянских верованиях. Существует ли нечто подобное в мистических представлениях якутов? У якутов есть дух воды. Это старик бородатый, покрытый зеленью, там это водорослями. Есть дух Аласа, это и воды, всего, что здесь окружает, это старушка. У них есть дочка, Укыга. Она выходит на сушу и превращается в стрекозу. Водяной, если рассердится, может навредить. Может, как бы туч нет ничего, а волны поднимаются, не дает, и поднимает ил. Увидит духа воды, это только к счастью, к удаче, к уловам. А вообще этим духами воды в основном разговаривают только мужчины. Потому что, когда идут на рыбалку, это делают только мужчины. Готовит снасть только мужчина, а готовит во дворе, сушится, там выпрямляется. И тогда женщина только мимо должна проходить. И не перепрыгивать, не перескакать через него, а только мимо. Если женщина случайно заденет или там пройдет, да, все, что они готовили, все убирается, все заново через дым проходит, очищается, выпрямляется на траве. Только после этого пойдет. То есть время уходит. Излюбленным рыбным лакомством в Якутии является строганина. Строганина – деликатесное блюдо из крупной белой рыбы. Со свежей замороженной рыбы острым ножом срезают плавники, делают надрезы по коже, по спине и бокам. Затем с рыбы снимают шкуру и нарезают тонкими длинными стружками. Отсюда и название. Умение красиво и быстро приготовить строганину дано не всем. По приготовлению строганины даже проводятся чемпионаты. Если судить по рассказанным легендам, большая белая рыба попадается на глаза людям крайне редко. Быть может, большая белая рыба – это олицетворение рыбацкой удачи? Якутская рыбалка – это особая традиция. Мунха – время массового лова рыбы в озерах Якутии. Свое название она получила благодаря рыбацкой сети, которую используют в этом виде рыбной ловли. На конце сети рыбаки привязывают веревки, за которые тянут ее из озера так, что она образует полукруг. Этот способ дает возможность поймать большее количество рыбы за один заход. Особенно интересен зимний вариант мунха.
Прежде чем протянуть мунху подо льдом, надо прорубить лунками метровую толщу льда. Традиционно на такую ловлю выезжают всей деревни. В старину мунха была большим праздником. Именно с зимним вариантом связаны многочисленные обряды якутов. По традиции, перед выездом на рыбалку якуты приносили жертву. Откуда пошел этот обычай? Может быть, эта жертва изначально предназначалась огромному озерному существу, которого легенды называют большой белой рыбой? Перед рыбалкой они соблюдали определенные ритуалы. Они забивали скот. Берут с собой сердце и легкие с этим горлом вместе вот эти. И когда спускали вот это неботь в озеро, вытягивает в другом, в другой проруби, на другом конце. Ну вот, если вот этой жертвы не окажется в небоде, ну, обычно рыбаки так радовались, можно сказать, что дух принял их, так сказать, дар, что, возможно, будет этот нынешний сезон рыбалки удачным. У меня есть вот старинная сеть. Это волосяная сеть. Волосяная сеть. Вот. Поплавки обычно скручивались, изготавливались из березовой бересты. Береста. Вот так скручивали. И грузила. Раньше делали вот так. Это брали тонкий тальник или тоненькую листвяшку, а там, где есть можжевельник. Из этого можжевельника или тальникового прута вот такие кружочки делали. А к ним привязывали обязательно вот эти камни. В произведениях Волонхова и так далее всякое описание есть рыб. Волонхова, они описываются, допустим, с обратными вот этими, с обратной чешуей. Если чешуя нормальной рыбы растет, как говорится, назад, то у них вперед. Вот. Плавники то же самое, не назад, и вперед. Вот такие описания есть. Так называют. Это можно понимать в каком-то смысле, как мутант, если на то пошло. Я не встречала вообще на озерах каких-то мистических чудовищ у нас здесь в Якутии, но думаю, что и в связи с экологией каких-то мутантов у нас на наших озерах быть не может. Пока состояние озер нашей родной Якутии остается в норме. То есть не отмечается особых загрязнений. На наших озерах, особенно в центральной Якутии, не было каких-то влияния антропогенной деятельности человека. Достаточно хороший сейчас природный фон состояния этих озер. Конечно, у нас в озерах, может быть, и наблюдается несколько превышенный фон природный по таким минералам, по меди, цинку, но это все складывается в нашей геологической составляющей наших озер. Озеро Хаир находится на севере Якутии, в Устьянском районе. Длина и ширина его не превышает 700 метров. Впервые о чудище озера Хаир стало известно в 1939 году. Легенда о большой белой рыбе из Деринга не единственная в Якутии. Существует множество мест, жители которых видели нечто огромное и необычное, живущее в озерах. В озере Хаир песцовое это существо называют щука-бык. Говорят, что оно способно проглотить рыбака вместе с лодкой. Щуки иногда действительно бывают очень большого размера. Я видел киносъемку. И там показаны были две щуки одинакового размера, совершенно одинакового размера. Они подплыли навстречу друг другу. И одна щука вдруг схватила другую щуку, знает, за морду, да, за челюсти, снаружи. А эта схваченная щука, она не может открыть рот. А эта щука его заглатывает. Они одинакового размера.
И потом показывается, что она пока дошла, дошел рот первой схватившей рыбы до глаз, эта рыба уже остекленела, глаза остекленели. Он потом показывает, что он это заглатывает наполовину, потом до конца. И изо рта торчит только хвост. Если такая рыба, щука, большая щука с такими способностями, схватит собаку или того же лебедя, да, он спокойно может проглотить. Это действительно чудовище, самое настоящее. Щука – одна из самых известных пресноводных хищных рыб. Обитает почти во всех водоемах, и везде численность ее высока. Растет она всю жизнь. Известна история императора Фридриха II Барбароссы, который самолично окольцевал и пустил в озеро рыбу в 1230 году. Через 2,5 века ее вновь поймали. Белая от старости, поросшая водорослями, щука была 5 метров длиной и весила 180 килограмм. Сейчас огромные и даже просто крупные щуки – большая редкость. Там, где много рыболовов, щуки, при всем желании, до рекордных размеров не дожить. Искатели Якутии в процессе поисков неведомого существа обнаружили в пещерах вдоль реки Лены древние наскальные рисунки. В исследованиях якутских писанниц встречается изображение некого чудовища, заглатывающего солнце. Быть может, рисунок подскажет нам, кто скрывается в озерах Якутии. Наш таинственный зверь явно существовал в реальности, и древние люди знали даже его анатомию. Из этого следует, что они убивали его во время охоты, либо во время самообороны. Потому что на наскальном рисунке мы четко можем различить, где находится его сердце, легкие и даже, извиняюсь, мочевой пузырь. Такие подробности можно выяснить, даже не обладая познаниями в анатомии животных и не консультируясь с ветеринарами, а всего лишь посоветовавшись с этим жителям, которые имеют опыт забоя быков и коров. Мнение всех исследователей заслуживает всегда уважения. И гипотеза господина Ларичева о том, что изображение дракона использовалось как лунный календарь, заслуживает всяческого доверия. Но вполне возможно, что изображение нашего зверя использовали очень даже утилитарно, как наглядное учебное пособие для молодых охотников, куда втыкать копье, куда всаживать стрелу. Ленский дракон был найден более 3 веков назад руководителем Великой Северной экспедиции Миллером на скалах Шишкин, но он не придал рисунку большого значения, посчитав его для науки неинтересным. Зарисовки дракона впервые были опубликованы в 1888 году. В Магаданской области, да, и у нас тоже в горняке иногда находили в мерзлых породах, земноводных, типа углозубов, ящериц и так далее, маленьких. Комок оттаивал, и они там под влиянием солнечных лучей они оживали и убегали. Были такие случаи, но такие животные, как доисторические ящеры и так далее, они без вреда для своего здоровья, такой глубокий, многовековой даже, да, анавиоз они не могли, наверное, подать. Ну, чем черт не шутит? Может быть, они и потом оживали через тысячелетия. Итак, что же это все-таки за существо? Большая белая рыба. Версия о гигантской щуке звучит наиболее правдоподобно. Но климатические условия и неисследованность озер в Якутии говорят о том, что в них могут встречаться и неизвестные науке животные. Поэтому не удивляйтесь, если во время рыбалки под вашей лодкой проплывет большая белая рыба.